Вы смотрите очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Дамир Сыромятников и Кристина Катаконова. Здравствуйте. 27 апреля – День образования Республики Саха-Якутия. Это особая дата в истории Якутии. В этот день произошли сразу два знаковых события в общественной и политической жизни региона. В 1922 году была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика в составе СССР. А ровно 70 лет спустя, в 1992 году, вступила в силу новая Конституция Республики, которая определила статус Якутии как субъекта Российской Федерации. В честь праздника по всей республике ежегодно проходит множество образовательных, культурных, военно-патриотических, спортивных и торжественных мероприятий. В Якутии стартовала международная акция «Диктант Победы», объединившая тысячи участников, которые могли проверить свои знания в истории Великой Отечественной войны и Второй мировой войны. В этом году в республике развернулась 871 площадка. На одной из них побывал Никита Павлов. В историческом парке «Россия. Моя история» проходит «Диктант Победы». С каждым годом география расширяется, и в этом году диктант напишут в России и в 90 странах мира. Ну, во-первых, это историческая память наших предков, наших воинов, тех, кто отдал жизни в таких титанических условиях. И это закрепление памяти, именно никто не забыт, ничто не забыто. И мы, как молодое поколение, подтверждаем такими мероприятиями. Причем, когда человек интересуется, когда человек не знает, он начинает интересоваться. Соответственно, когда уже прочитывает какой-то исторический фрагмент, он его запоминает. Впервые участвуете на диктанте? Да, впервые участвую на диктанте Победы. Готовились? Ну, готовились, как сказать. Именно историю я саму знаю, да. А как думаете, насколько напишете? Постараюсь на максимальный балл, но это зависит от вопросов. Точно не знаю. А как считаете, зачем такие мероприятия проводятся? Такие мероприятия проводятся, чтобы не забыть нашу, так скажем, историю победы, потому что многие ветераны, так скажем, этой войны старались для нас, для нашего мирного неба. Одним словом, чтобы почтить память и не забывать историю и подвиг наших героев. За час участники должны ответить на 25 вопросов не только о Великой Отечественной войне, но и о специальной военной операции. А итоги они узнают уже в июне. Никита Павлов, Нюргун Старостин, Якутск. По всей стране проходит ежегодная акция «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений». Она направлена на помощь ветеранам не только Великой Отечественной войны, но и участникам боевых действий. В Якутске к акции впервые присоединились учителя и ученики школы номер 1. Подробности в сюжете Ксении Подобашевой. Благотворительная акция «Красная гвоздика» – это символ помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. Приобретая значок «Красная гвоздика», вы помогаете ветеранам получить медицинскую помощь, протезы, слуховые аппараты, инвалидные коляски и другие лекарства. Валентина Ивановна, здравствуйте. Расскажите подробнее об акции. В нашей школе проводим эту акцию, и мы должны распространить эти значки. Эти значки будут приобретать наши родители, будут приобретать наши учащиеся, будут приобретать наши педагоги. Таким образом, мы будем вносить свою лепту в помощь нашим ветеранам. Акция «Красная гвоздика» – это возможность выразить уважение и благодарность ветеранам, а также привлечь внимание общества к их медицинскому обеспечению. Ксения Подобашева, Станислав Потапов, Якутск. Во времена Великой Отечественной войны письма были единственной связующей ниточкой между солдатом и его близкими. Сейчас эти потрепанные временем фронтовые треугольники – самые честные свидетели событий 40-х годов. Володя Михайлов побывал на выставке «Треугольники судьбы» в музее «Россия. Моя история». Фронтовые письма – наиболее душевные и правдивые свидетельства военного времени. Прочитать подлинные весточки можно на выставке «Треугольники судьбы». Можете, пожалуйста, рассказать о сегодняшней выставке? Сегодняшняя выставка нами организована совместно с Национальным архивом Республики Саха-Якутия. И здесь представлены натуральные документы. Письма, написанные рукой, собственноручно, воинами, которые сражались за Родину на полях сражений Великой Отечественной войны. Здесь представлены письма 12 наших якутян, которые написали 27 писем. И из них мы можем понять весь трагизм этой войны и ту любовь, которую они обращали к своим родственникам в этом письмах,
ту заботу о их будущем, о их нынешнем положении и о том, и в каждом письме говорилось о том, что мы обязательно победим врага и принесем мир на нашу землю. Погрузиться в эпоху Великой Отечественной войны можно в музее «Россия. Моя история» до 29 июня. Владимир Михайлов, Нюргун Старостин, Якутск. А в Якутском музее имени Ярославского открылась выставка «Голос фронта». Алексей Сенькинеев расскажет подробнее. Якутский музей реализует проект «Не померкнут эти дни», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Тут проходит мультимедийная выставка «Голос фронта», где можно увидеть и услышать письма фронтовика Егорова, рисунки, фотографии и предметы времен войны. Спросим вопросы у куратора. Расскажите о выставке. Здравствуй. Да, как ты правильно сказал, эта выставка называется «Голос фронта», и называется она так неспроста, потому что сотрудники нашего музея специально для этой выставки озвучили несколько десятков писем Николая Васильевича Егорова, которые здесь можно услышать, и также посмотреть на его замечательные рисунки, которые он сделал во время войны, на фотографии, награды, документы и его личные вещи. Почему вы выбрали именно Николая Егорова? Николай Васильевич Егоров был выбран для этой выставки по нескольким причинам. Первая причина – это то, что у него очень хорошая сохранившаяся музейная коллекция, то есть вещи, которые сохранились вот со времен войны. Как я уже сказал, это и обмундирование, это его награды, это его вещи, документы, но самое главное – это письма, которые он писал с 1942 по 1945 год, почти каждую неделю отправлял своей семье, оставшейся в Якутии, и они вот эти письма очень бережно хранили, и эти письма теперь хранят и рассказывают, в общем, историю Великой Отечественной войны. Сколько всего писем представлено в вашей выставке? На нашей выставке, достаточно сложно сказать, сколько писем представлено, потому что они в разных видах здесь представлены. Во-первых, это озвученные фрагменты писем, там где-то писем 60-70 мы озвучили. Есть, вот мы стоим у витрины рядом с письмами, это письма-оригиналы, то есть вот сохранившиеся с 40-х годов. И также здесь есть распечатанные копии писем, практически все, то есть больше 100. Николай Егоров писал письма с фронта своей семье, где описывал сражения, будни и тоску по дому. Выставка будет работать до середины сентября. Алексей Сенькинеев, Станислав Потапов, Якутск. В Якутске состоялась творческая встреча с автором книги «Сказки о сбывшихся мечтах». В рамках всероссийской акции «Библия Сумерки» о героях из разных стран и легенд узнала Тамара Степанян. Сказки сбывшиеся мечты. Сборник историй добрым и хорошим концом. За авторством Полины Владимировны. Герои ее истории, легенды из разных стран. Они находили шансы, мечтали и шли за мечтой. Расскажите, а как и почему вы решили стать автором этой книги? Но вы знаете, это вышло само собой. Это выходит из вдохновения. Когда ты хочешь чем-то поделиться с миром, ты недолго думаешь, если у тебя есть вдохновение, что тебе есть что сказать миру, то это само выливается в такие проекты. То есть у меня не было цели стать автором, просто у меня была вот творческая энергия и эти сказки, которые я рассказывала своим детям, и поэтому все так получилось в жизни, что получилась целая книга. А как вам пришла идея создать такую историю? Мы много путешествуем с моими детьми, и я им рассказывала сказки перед сном. И детям моим так нравились эти сказки, они постоянно говорили: «Мама, расскажи еще раз, расскажи еще раз». И я захотела поделиться этими сказками с моими читателями. Поэтому получилась такая книга, яркая, интересная и красочная. Творческая встреча собрала много желающих. Их мам и пап, детей и множество желающих. Каждый из них хотел узнать о авторе и об книге. Расскажите, как вы узнали об этой книге и какая она? В прошлом году, в декабре, Полина, когда приезжала к нам в Якутск, она подарила мне эту книгу. И после этого мы с детьми начали читать эти сказки. Расскажи, понравилась ли тебе эта книга? Да, мне понравилась эта книга. Какая она? Сказки о
о мечтах. Там было про девочку Марию, которая часто болела, и они жили в Испании. Потом к ним приехал их дядя и рассказал им про волшебные бобы и напоил чаем, какао и кофе и накормил шоколадом. После этого Мария начала выращивать волшебные бобы, которые подарил им дядя. В Якутске открылся уличный вернисаж «Рожденные весной». Выставка – совместный проект Национального художественного музея и ботанического сада с ВФУ. Все подробности узнавала Анжелина Матлашук. Незабудки, маки, прострелы. Как прекрасны дети суровой природы Якутии. Посмотреть фотографии цветов и растений можно на фотовернисаже «Рожденные весной». Наша выставка рассказывает о уникальных растениях нашей Якутии, которые цветут впервые ранее весной, затем продолжают цвести уже в мае. И в течение июня, почти до конца июня они цветут и радуют наш глаз. И эти растения действительно уникальные, потому что они растут только у нас в Якутии. И эти растения сфотографированы профессиональными учеными, ботаниками, которые ездили по экспедициям в очень сложных условиях, сфотографированы многие из этих растений. Мир флоры Якутии многообразный и увлекательный. Убедиться в этом легко. Достаточно посетить уличную выставку в сквере-галерее имени Габышева. Полюбоваться фотографиями можно будет до конца мая. Анжелина Матлашук, Иван Саракаумов, Якутск. Эти темы показались нам самыми интересными для выпуска детских новостей этой недели. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире!